Минимум текста, яркие картинки. Своеобразный инстаграм прошлого века. Сатирический журнал «Молла Насредин». Он вышел в свет в начале прошлого столетия. Сотрудники Дома-музея Исмаила Гаспринского шутят, журнал был бы популярен и сейчас. Как 100 лет назад, так и сегодня люди не жалуют длинные тексты. В наших фондах сохранилась коллекция в 95 номеров этого журнала. И самое интересное то, что они вышли в один год с юмористическим листком Исмаила Гаспринского «Ха-ха-ха». Ну, допустим, вот здесь можно увидеть вот один из экземпляров, который представлен, журнала «Ха-ха-ха». Это 1906 год. «Ха-ха-ха» он не стал таким популярным, а популярность протяженностью в 25 лет удерживал азербайджанский журнал «Молла Насредин», который посредством очень красочных и информативных иллюстраций, где работали очень известные художники, это Шлинг и другие, которые показывали все, скажем так, недостатки того времени. Журнал состоял из 8 страниц и стоил 12 копеек. Он выходил несколько раз в месяц и был невероятно популярен. Это обложка самого первого издания. Исмаил Гаспринский нередко становился героем его страниц. Вот здесь мы можем видеть Исмаила Гаспринского. В руках он держит Ходжа и Субьян, его знаменитый учебник. И второе, то, что он держит в руках, это газета «Терджиман». Вот, то есть вот и тут вот те люди, которые, наверное, не хотели, они, видите, вот настроены не очень хорошо, не позитивно, да, и они не хотят, чтобы вот идеи Исмаила Гаспринского распространялись. Сотрудники музея предполагают, что сам Гаспринский с удовольствием читал этот журнал. Некоторые из его идей были близки просветителю. Он боролся за права женщин, осуждал противников образования и развития светского общества. Тексты в журнале были очень простыми, а карикатуры доступными для понимания. Но при советской власти жизнь издания продлилась недолго. В начале 30-х годов власти потребовали переименовать его в «Безбожника», чтобы соответствовать принципам идеологии страны Советов. Редактор «Молла Насредина» Джалил Мамед-Кули-Заде не смог смириться с большевистской цензурой и вскоре покинул свой пост. За 25 лет существования журнала в свет вышло около 800 его выпусков.